Тарабарова Юлия Владимировна. Я давно присмотрела поляну, ту, где папоротник пышно растет. Я приду сюда в ночь на Ивана, и волшебный цветок расцветет. Как цветет, я пока не знаю. Знаю лишь на Иванову ночь. Он все тайны мои разгадает, и, я думаю, сможет помочь. Все на свете хотят быть счастливыми. Счастлив тот, кто цветок тот найдет. Только еще с детства знаю, то, что папоротник не цветет. Еще хочу тогда веселое прочитаю. Расселись лягушки по кочкам, ведут задушевно беседу. О чем же горюют квакушки? Царевичи долго не едут. Давно к смене кожи готовы, и 300 уж лет миновало, и снять колдовские оковы пора им давно настала. Но где же царевичи бродят? Куда свои стрелы девали? Где суженых нынче находят? Ведь дни интернета настали. И в дни интернета лягушкам придется, наверное, туго. Все стрелы давно заржавели, не встретишь царевича с луком. И шкуры своей лягушачьей теперь не сносите вовеки, не дождаться желанного принца, не стать, видно, им человеком. Еще прочитайте. Хорошо. Еще книжку дал Спасибо. А я хотела вашу. Ну, можно и мою. И ту, и другую Спасибо. подарю. И еще я пишу для детей. И сейчас я покажу. Недавно вышла у нас замечательная книжка на русско-хакасском языке. Перевод Олега Петровича Шулбаева. Мне купили бантик новый. Значит, к школе я готова. А еще купили краски, пластилин вместо замазки. Много кисточек, линейки, на учебники наклейки. И тетради взяли пачку на какую-то заначку. Неужели столько я исписать успею? Я писать еще пока даже не умею. Принесли из магазина все, что было на витрине. И сказала мама тихо: это только половина. На колесиках портфель надо мне еще купить. Не могу ведь я, поймите, груз такой сама носить. Это стихотворение я написала 27 августа, перед 1 сентября. И самое интересное, когда я пришла в школу, моя девочка из моего класса, Цедракчах Унгурзула, идет и катит портфель на колесиках. Думаю, правда, говорят, стоит фантастам придумать какую-то штуку, и сразу же это уже есть. И еще маленькое стихотворение прочитаю. Если кто-то хочет, может прочитать его на хакасском языке. Сказали, что перевод замечательный. Так. Плачет бабушка с утра, уезжают внуки. Ой, сейчас, секундочку. Вновь до лета ей грустить, умирать от скуки. Грустно будет ей одной лютою зимою. Кто ей сказки прочитает, кто ей дверь откроет? Вот мурлыкает с утра. Уезжают внуки, наконец-то у него прекратятся муки. Не возьмет его никто жарким днем на речку. Уезжают, наконец, злые человечки. Спасибо.